Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. На территории региона этим летом прогнозируется неблагоприятная обстановка с лесными пожарами. Как предотвратить любые риски, а главное не допустить возникновения лесных пожаров вблизи населенных пунктов и сберечь лес. Об этом на днях шла речь на совещании с руководством МЧС в городе Якутске. С конца апреля в стране уже бушует более 2 десятков лесных пожаров. В ряде регионов введены режимы чрезвычайной ситуации разного уровня. О готовности к пожароопасному периоду в Якутии поговорим сегодня с гостем студии. Это заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Евгений Рощин. Евгений Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что касается подготовки к пожароопасному периоду этого года, готова ли наша республика во всеоружии встретить это время? Готовиться к сезону этого года мы, естественно, и все соответствующие органы начали еще в прошлом году. Подготовка включает в себя, естественно, это планирование, принятие всех соответствующих нормативно-правовых актов, которые обязывают все взаимодействующие структуры, муниципалитеты, власти, все власти на местах провести все соответствующие мероприятия. Ну и кроме этого, эта работа на данный момент продолжается и практически уже завершена. Ну вот если кроме нормативно-правовых актов, вот какой-то документальной работы на местах, вот прям в лесах какая-то работа проводится? Естественно, те нормативно-правовые акты, о которых я сейчас говорил, они достаточно развернуты, и там предписан весь комплекс мероприятий, в том числе и муниципалитетам, о проведении профилактических мер, работы с населением, обустройства территорий населенных пунктов с целью предотвращения перехода огня. Все эти мероприятия практически на данный момент практически завершены, как я уже сказал. Ну, что касается прогнозов на этот год, какова вероятность возникновения большого количества пожаров этим летом? Хочу сказать, что сейчас есть у нас только предварительный прогноз, да? В соответствии с этим предварительным прогнозом горимость лесов на территории республики будет близкая к неблагоприятной, то есть в пределах среднемноголетних значений. Это в первую очередь обусловлено нашими огромными территориями, чем отличается субъект Российской Федерации, как никакой другой. Ну а по статистике вот больше пожары носят техногенный какой-то характер, природный или человеческий это фактор? Как показывает практика, в начале сезона, то есть это май и начало июня месяца, это в основном человеческий фактор. Техногенный характер – это порядка 6-10 пожаров. Это опоры ЛЭП, либо какие-то другие технологические процессы. А вот начиная с середины июня, июль-август месяц, это в основном активная грозовая деятельность на территории практически всей территории республики. Ну, с начала наступления пожароопасного периода кто координирует взаимодействие всех ответственных служб за ликвидацию пожаров или за их хотя бы контроль? Законодательством Российской Федерации четко разграничены в этом отношении полномочия, и за координацию тушения лесных пожаров у нас, в том числе в нашем субъекте, отвечает Федеральное агентство лесного хозяйства Рослесхоз, который создает соответствующие штабы на федеральном и на местном уровне. А непосредственно работа по защите населенных пунктов от перехода огня на объекты экономики, населенные пункты будет координировать МЧС России. Для этого у нас составлены и подписаны все необходимые соглашения со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, созданы рабочая группа правительственной комиссии по контролю за обстановкой с лесными пожарами, межведомственный оперативный штаб. Вот. И эта работа будет у нас координироваться непосредственно через Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России. Вот что касается муниципалитета, все-таки самую большую угрозу лесные пожары несут населенным пунктам. Как в этом году подготовились уже или на какой стадии подготовка именно муниципальных властей? Мы контролируем ход подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону.
Те мероприятия, о которых я уже говорил, это и профилактические выжигания, и прокладка минерализованных полос, очистка старых минерализованных полос, работа с населением, обустройство систем связи, в том числе и система оповещения населения об угрозе перехода огня. Все эти мероприятия выполняются. После выполнения этих мероприятий муниципалитет обязан составить паспорт безопасности населенного пункта. После этого органами Федерального государственного пожарного надзора проводятся плановые и внеплановые проверки готовности этих населенных пунктов. На сегодняшний день у нас в 325 населенных пунктах, подверженных угрозе перехода огня, они все проверены. И там выявлено порядка 150 нарушений требований пожарной безопасности, на что выданы соответствующие предписания. Эти мероприятия взяты на контроль, и мы будем добиваться устранения всех этих нарушений к открытию пожароопасного сезона. Ну, все-таки контроль за противопожарной безопасностью и за лесными пожарами довольно-таки затратное дело. Сколько в этом году выделено из бюджетов средств на эти мероприятия? По местным бюджетам я точную цифру вам не скажу, потому как муниципальное образование тратит самостоятельно в соответствии с законодательством, со 131 законом. Вот. Республика в целом на охрану лесов от пожара выделила свыше 400 миллионов рублей. Это на обустройство лесов, содержание лесопожарных формирований и федеральных субвенций порядка свыше 280 миллионов рублей. Из них на тушение порядка 80 миллионов рублей. Ну а как показывает практика прошлых лет, хватает ли вот этих выделяемых денег на все то, что запланировано сделать? Ну, денег никогда много не бывает, да, так скажем. Мы стараемся как бы укладываться в те суммы, которые определяет федеральный центр, да, вот, но мы уже планомерно в течение нескольких лет вместе с правительством Республики Саха-Якутия все-таки ведем работу, направленную на корректировку методики расчета федеральных средств, выделяемых на охрану лесов от пожаров, с целью того, чтобы ее существенно увеличить, так как по большому счету, как показывает практика, мы каждый год отправляем заявки на дополнительное финансирование в течение лесопожарного сезона. Но все-таки одной из причин лесных пожаров является, как вы сказали, и человеческий фактор. Стало ли население более ответственным в этом плане в последнее время? Какие профилактические мероприятия с населением проводятся и проводятся ли вообще? Мы во взаимодействии с лесопожарными формированиями, с Рослесхозом, с лесничествами ведем целенаправленную профилактическую работу. В течение последних 2 лет мы ввели в практику создание различного вида групп в каждом населенном пункте. Это патрульно-контрольные, патрульно-маневренные, патрульные группы, которые каждый отвечает за свой участок работы, за профилактику, за обнаружение, за тушение пожаров. С населением проводятся сходы, инструктажи, вручаются памятки, листовки. И исходя из анализа последних 2-3 лет, я могу сказать, что по вине человека все меньше и меньше возникает очагов. Но хотелось бы, конечно, эту работу свести к нулю. Ну, если вот вспомнить прошлый год, то сколько было всего пожаров, по каким причинам они возникали, и были ли какие-то по результатам работы прошлого года приняты мероприятия, которые, ну, скажем так, новые, уникальные, и на них надежда есть и в этом году? Ну вот практика применения вот этих групп патрульно-контрольных, патрульно-маневренных, маневренных, она достаточно новая, введена еще Сибирским региональным центром, методика была утверждена, и она доказала свою достаточную эффективность, и эту работу мы будем продолжать. Ну а в целом, что касается количества пожаров, то на территории республики в прошлом году больше 460 пожаров произошло,
их площадь составила больше 3,5 миллионов гектар, что зачастую обусловлено тем, конечно, о том, о чем я уже говорил, это огромная территория. Это 154 миллиона гектар только леса на территории республики. Охраняемая территория 30 миллионов гектар, все остальное зона контроля. Это удаленные, труднодоступные местности, где пожары, так скажем, развиваются самостоятельно, и нет возможности туда переброски сил и средств для их тушения и своевременного на них реагирования. Опять же подчеркну, это очень удаленные территории, которые технически невозможно практически обслужить. Ну, все-таки, если пожар предотвратить не удалось, по вине человека он состоялся, виновник каким-то чудом, может быть, даже был установлен и найден, какое может грозить человеку наказание за возникновение такой ситуации? Наказания предусмотрены как Уголовным кодексом и Административным кодексом Российской Федерации. Это то, что касается административной части, это штрафы, естественно, на граждан до 5000 рублей, на должностных до 20 тысяч рублей. Если техногенный фактор и виновное юридическое лицо, там очень серьезные штрафы до 1 000 000 рублей. Но также есть 261 статья Уголовного кодекса, где также предусмотрено уголовное наказание со штрафом порядка 3 миллионов рублей. И если пожар повлек тяжкие последствия, лишением свободы до 10 лет. Ничего себе. В этом году планируется ли обеспечить регион какой-то дополнительной специальной техникой для тушения пожаров? У нас, естественно, в резерве, в готовности находятся силы и средства, в том числе МЧС России, аэромобильная группировка в городе Якутске, специализированная пожарно-спасательная часть, на ее базе создана 90 человек, 9 единиц техники. На дежурстве находится вертолет Ми-8 МТВ с водосливным устройством. Это Хабаровский авиационно-спасательный центр. Ну и при необходимости мы ежегодно оперативно реагируем и готовы привлечь дополнительные силы. Это самолеты Би-200, амфибии, ну и спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда. Евгений Анатольевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». На подготовке к пожароопасному периоду в нашей республике мы говорили с гостем студии. Это заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия Евгений Рощин. До встречи в эфире.